Добрый день, меня зовут Великина Виктория. Тема моего доклада о романе стихов Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегина, перевода Гаврила Ивановича Макарова, Джонджиона на русский язык и Петра Кузенкая на чувашский язык. В чем заключается гипотеза? Практически многие не знакомы с переводами произведений художественной литературы с русского на родной язык. В школьных программах не изучаются такие произведения. А ведь единым многонациональный народ России делает русский язык, русская культура. Именно они соединяются с изучением языки, формируют наше христианское самоопределение, позволяют каждому из нас ощутить свою принадлежность России, русскому миру. Почти все писатели переводили произведения Пушкина на родной язык. Среди них чувашский поэт Петр Кузенкай перевел на свой язык. И, конечно, вершина истории перевода пушкинских произведений по праву считается перевод романа в стихах Евгений Онегин с главным поэтом Гаврилом Ивановичем Макаровым Джонджианом. Цель исследования. Восстановление отрывков текста оригинала и текста перевода. Методы исследования. Изучение литературы, спасительный анализ оригинала и перевода. Роман, как мы знаем, написан специально онегинской строкой. Состоящий как жемчужина поэзии сонет из 50 строк доступного ямба. Путем сопоставления оригинала с переводом мы должны выяснить, сумели сохранить Джонджиан и Петр Кузенкай онегинскую строку. Александр Сергеевич Пушкин использовал четырехстопный ямб. Ударение в чувашском языке определяется наличием или отсутствием слабогласных ОС. Если конечные слоги заняты слабыми гласными, то ударение перемещается к началу слова. Поэтому в творчестве Петра Кузенкая преобладающей размером является ямб. И в переводе Кузенкай также раз и позже использовал четырехстопный ямб. А в якутской литературе не существует стихотворного размера, так как отсутствует ударение. Вместо него существуют долгие звуки. В переводах Джонджиана и Кузенкая каждый 40 из 89 слогов, как у Пушкина. В романе Пушкина есть отрывки, поражающие читать не только глубину содержания, но и дальше подбором созвучий слов. А возьмем, к примеру, отрывок, где поэт описывает модный в то время танец мазурку. Наша задача – выяснить, как передается ритм мазурки Пушкина и как его передают Джонджиану и Петр Кузенкай. Ритм мазурки Пушкин передает с помощью аллитерации, созвучия громких согласных Р, Л, М, Т, Ж, Г, Г и употребление слов исключения согласных. Гаврил Иванович Макаров передает стремительность ритмической мазурки языкоподражательными словами, характерными для якутского языка Хаберван Бачакан. Кроме того, из 15 слов в отрывке только с 3 словами буквы «Р» – слово «Фабулук Салага». А мастер художественного перевода Петр Кузенкай передает ритм мазурки с помощью аллитерации и глагольными движениями. Таким образом, сравнив хронику оригинала и переводов, мы приходим к выводу, что якутские и чувашские поэты придерживались порядка рифмовки оригинала знаменитых онегинских строк. Александр Сергеевич Пушкин и Петр Кузенкай использовали четырехстопный ямб, и поэты дальше подобрали созвучие слов. Использовали аллитерацию в стихотворительных словах, нашли слова, отражающие национальный колорит эпохи, и выяснили, как эти слова даны в переводе. Спасибо за внимание.